Кратко предыстория, а затем как стороны пришли к подписанию Хасавюртовских соглашений и что было дальше. После проведенных многочисленных провокаций российских спецслужб на территории Чеченской Республики Ичкерия, не добившись внутри Чеченской войны, Россия развязывает войну против чеченского народа. Россия открыто совершает агрессию на территории Чеченской Республики Ичкерия 11 декабря 1994 года. Начинается война. Война длилась 21 месяц и унесла более 100 тысяч человеческих жизней. В результате точечных ракетно-бомбовых ударов российской авиации и артиллерии разрушены города, стерты с лица земли многие села, уничтожен почти весь промышленный и сельскохозяйственный потенциал республики. Был нанесен непоправимый ущерб окружающей среде. Российской армии применялись запрещенные методы ведения войны. Это ракетно-артиллерийские обстрелы с применением запрещенных боеприпасов, авиационные бомбардировки городов и сел, причем уничтожались в первую очередь те объекты, в которых не было бойцов чеченских вооруженных сил. Это музеи, школы, больницы, детские сады, мечети. В ходе этой войны две воюющие стороны все-таки садились за стол переговоров, когда Россию принуждали или же когда самой России это было выгодно. В июле 1995 года, в мае и июне 1996 года Россия подписала 3 соглашения с Чеченской Республикой Ичкерия, в которых она отказывалась от применения силы или угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов. Для нарушения соглашения от 31 июля 1995 года в качестве повода Россия использовала покушение неизвестных лиц на генерала Анатолия Романова. Московскую договоренность от 27 мая 1996 года и Назрановский протокол от 10 июня 1996 года Россия разорвала без всякого повода. После того, как обозначилась победа Бориса Ельцина на выборах президента России, российские войска без всякого предупреждения подвергнуло бомбардировке горные чеченские селения, возобновили широкомасштабные военные действия. После нарушения российской стороной перемирия и ранее достигнутых назрановских договоренностей о прекращении войны и убийства мирных жителей 6 августа 1996 года чеченские вооруженные силы проводят успешную операцию «Джихад». В результате внезапных и исключительно грамотных действий чеченского командования многотысячная российская оккупационная группировка в Грозном и других населенных пунктах фактически оказывается в окружении. Как потом признавали многие эксперты, операция носила уникальный характер, и это был единственный случай, когда одна противоборствующая сторона провела операцию не для уничтожения вражеских сил, а по их блокированию и принуждению к миру. Видя свою безвыходность, так как любые попытки прорвать окружение приводили к большим потерям, российское командование, даже имея численное превосходство в живой силе и вооружении, было вынуждено признать свое поражение. Это обстоятельство заставило Кремль срочно откомандировать в Ичкерию секретаря Совета Безопасности Российской Федерации генерала Александра Лебедя с целью для инициирования мирных переговоров на предмет завершения войны. К тому же эти события совпали с инаугурацией Бориса Ельцина, которая прошла 9 августа 1996 года. 31 августа 1996 года в дагестанском городе Хасавюрт начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов и секретарь Совета Безопасности России Александр Лебедь подписали соглашение об окончательной приостановке боевых действий и механизме вывода российских войск с территории Чеченской Республики Ичкерия. Подписанный в Хасавюрте документ называется «Хасавюртовские соглашения», а точнее совместное заявление и принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Чеченская Республика Ичкерия признавалась субъектом международного права, хотя окончательное определение статуса республики откладывалось до конца 2001 года. В Хасавюртовских соглашениях также утверждалось о недопустимости применения вооруженной силы и угрозы ее применения при решении спорных вопросов. Главным в Хасавюртовских соглашениях было
обязательство России строить свои отношения с Чеченской Республикой Ичкерия в соответствии с общепризнанными нормами международного права. По требованию чеченской стороны в тексте соглашения были внесены изменения, в соответствии с которыми Россия признавала правительство Чеченской Республики Ичкерия единственным законным представителем чеченского народа. Были убраны формулировки из российского проекта, которые прямо или косвенно могли быть истолкованы как ставящие под сомнение истинность указанного положения. По настоянию чеченской стороны из российского проекта были убраны и другие формулировки, которые преследовали цель представить российско-чеченскую войну как внутричеченский конфликт. Вот как было в российском проекте. Урегулирование конфликта в Чеченской Республике. Представители власти всех уровней, действующих на территории Чеченской Республики. А также представить его как конфликт не международного характера, а как внутригосударственный, гражданский конфликт или гражданскую войну. Вот как было в российском проекте «Обеспечение гражданского мира». В тексте соглашения были внесены изменения, которые означали признание де-факто суверенитета и независимости чеченского государства. Чеченская сторона настояла также на подписании соглашения представителем ОБСЕ. Она надеялась, что ОБСЕ будет гарантом выполнения сторонами указанных соглашений. Эти надежды оказались тщетными. ОБСЕ не оказалась на высоте провозглашенных ею высоких принципов. Политическая целесообразность оказалась для нее сильнее права и сильнее принятых ею же обязательств. Многие государственные деятели, политики России, известные эксперты международного права расценили Хасавюртовское соглашение как признание де-факто государственного суверенитета и независимости Чеченской Республики Ичкерия. Поскольку в последнее время в российских средствах массовой информации проводится целенаправленная кампания для умиления исторической значимости Хасавюртовских соглашений, представляю вам оригинальные тексты этого документа, чтобы каждый мог его оценить по достоинству. Противоборствующие стороны были разведены, а в населенных пунктах были созданы совместные комендатуры. И после предварительного согласования дальнейших взаимоотношений между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией, российские войска покидают территорию Чеченской Республики Ичкерия. Во время переговоров было решено, что российские войска покинут Ичкерию до 31 декабря 1996 года. Стоит заметить, что даже до того, как вывести свои войска с территории Чеченской Республики Ичкерия, в Кремле началась планировка новой войны. Войны реванша за свое позорное поражение. В качестве факта можно привести слова секретаря Совета Безопасности России Александра Лебедя, сказанные во время подписания Хасавюртовских соглашений. «Я приготовлю для Чечни волкодавов». Еще до подписания этих соглашений Лебедь, оказывается, встречался с генералами, дабы узнать, когда их армия встанет на ноги, ведь в то время она была полностью деморализована. Спикер российского парламента Говорухин, который в корне ненавидит чеченцев, говорил тогда, что Россия еще покажет чеченцам. Эти же слова повторял и Владимир Лукин, который позже известен как правозащитник. Он сказал, что Россия через 5 лет, когда окрепнет ее армия, отомстит чеченцам. Сразу после позорного поражения российской армии генералы решили взвалить всю вину на политиков, говоря, что им не дали завершить войну победой России, что у них из-под носа увели победу, что им не дали добить чеченцев. Они называли своих политиков предателями, как будто у них не было времени до этого. Ведь в их распоряжении был 21 месяц и все виды войск и вооружения. Так высказался по этому поводу участник хасавюртовских переговоров Владимир Лукин. Генералы не хотели признавать, что они не могут победить. Я думаю, что те военные, которые непосредственно участвовали в неудачных сражениях, пытались сохранить свое лицо. Ведь военным всегда не хватает 5 минут для того, чтобы одержать полную победу. Понимаете? Поэтому я думаю, что это было такое размахивание кулаками после боя. Когда им указывали на их просчеты и на то, что времени для подавления сопротивления боевиков у них было предостаточно,
то они замолкали. Кстати, это он был ярым сторонником войны против чеченцев. Во время подписания Хасавюртовских соглашений, недовольный подписанием этого документа, он стукнет дверью и сбежит, сказав: «Мы все равно придем снова с армией и решим вопрос так, как мы должны его решить». Позже Россия подвергнет полной блокаде Ичкерию и начнет провокации на всей ее территории. В ход будет пущено все для разделения чеченского общества, чтобы начать внутричеченскую войну руками Кадырова, Ямадаева, Дениева и других агентов, чтобы прийти уже в качестве миротворцев и навязать новую войну. К тому же, чтобы разделить чеченское общество еще больше, Черномырдин подсыпет дополнительного яда, сказав, что Россия поддерживает Аслана Масхадова, хотя это было не так. И это было сделано для того, чтобы от него отвернулись его бывшие соратники. Это была хитрая уловка. Более того, Россия не будет соблюдать соглашения и подписанные ею договоренности. Ни одного. Россия сделает безумный выбор, посредством которого она начнет войну и погибнет более 100 тысяч людей. И еще раз приведу факты, подтверждающие то, что Россия в любом случае навязала бы чеченцам войну. Из интервью Владимира Лукина. Российской стороне нужна была передышка. Передышка была нужна и в политическом, и в военном отношении. Было очевидно, что наша армия увязла там. Нужны были очень серьезные меры для того, чтобы усилить армию, укрепить ее, создать ситуацию, при которой можно было бы с помощью, в том числе военной силы, решить проблему. Вот, я думаю, с этой целью федеральные власти и пошли на переговоры с чеченцами. Это стало понятно и судя по событиям, которые произошли в Чечне позже. То есть он доказывает, что все эти провокации с 96 по 99 год были спланированы и проведены российскими спецслужбами. Это для тех, кто пытается обвинить чеченскую сторону в начале войны. Факт остается фактом. Сегодня российские пропагандисты обвиняют во всех грехах чеченцев, Чеченскую республику Ичкерия и руководство Чеченской республики Ичкерия. Это делается для оправдания российских убийц. Но все ранее перечисленные факты не перечеркнуть из истории российско-чеченских отношений. Первая российско-чеченская война стала унизительным поражением для Кремля и российской армии. Именно в Кремле планировали первую, а затем вторую войну, проводила и проводит сегодняшние провокации против чеченцев, чтобы чеченцы враждовали друг с другом. Мы хотели мира, но нам навязали все ужасы войны. И наша беда в том, что рядом с нами оказался такой сосед, с которым опасно жить, не определив взаимоотношения.